Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 9 мая 2020 года. Эта карта дня у нас рыцарь жезлов. Это что нам будет мешать? Десятка пентаклей. Что будет помогать? Королева пентаклей. Карта на отношения. Карта на работу, для кого это важно. И карта на финансы. Будем делать подсказки на цыганской колоде. Итак, рыцарь жезлов. Карта говорит о том, что нам очень будет хотеться сегодня куда-то поехать, с кем-то встречаться, как-то выйти, наконец, из состояния вот такого заточения, да, и хочется показать себя, хочется поделиться вот общением своим с другими людьми. Ну, в общем, карта такая очень активная, когда нам хочется, как говорится, всего и сразу, да, вот по этой карте. И посмотрим, что у нас удастся сделать. Ну, в принципе, здесь, конечно, не получится как бы полностью все это реализовать, частично, скорее всего, только, потому что, ну, как бы мы здесь больше сейчас привязаны к дому, да, и, может быть, конечно, и будем выходить, все равно это не полная свобода, да, это не полная возможность вот действовать так, как хочется. Но в любом случае эта карта очень такая оптимистичная, да, солнечная, когда мы все-таки будем чувствовать себя комфортно, когда нам будет хотеться как-то показать себя с самой лучшей стороны, да, в общем, в любом случае у нас здесь как бы много очень энергии, которая вот требует выхода. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, если ее сдерживать, да, то есть нужно быть тогда осторожней, чтобы не направить эту энергию, допустим, там на ссоры, скандалы, доказывание чего-то своего, да, вот может быть какой-то эгоцентризм и так далее. То есть здесь нужно быть осторожными. Теперь, что будет мешать? Десятка пентаклей. Ну, здесь, скорее всего, опять же, карта, связанная с доходами, и с доходами не только нашими личными, но и доходами семьи, тех людей, с которыми мы рядом живем. Это карта, которая говорит о том, что, может быть, нам хочется здесь потратиться очень хорошо, но мы понимаем, что, может быть, нужно как-то придержать денежки, да, потому что от этого зависит не только как бы наше состояние, благосостояние, но и благосостояние наших близких. Вот по десятке пентаклей, что еще нам может мешать? Может быть, какие-то, ну, документы, вот эти распоряжения от руководства, да, от администрации и так далее, и так далее. Если же мы говорим о том, что помогает, у нас дама пентаклей выпадает. Это карта, которая говорит о том, что нам помогает вот как-то сглаживать какие-то острые углы, не спешить пока что вот как бы делать то, что хочется, и то, что не следует, да, то есть вот королева пентаклей говорит о том, что все-таки лучше оставаться в, ну, скажем так, дома, да, лучше оставаться дома, лучше быть в таком равновесии, да, не слишком уж быть в таком активном состоянии, чтобы не было потом вот этих проблем и сложностей. Для тех, кто в отношениях, для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вполне возможно будет встреча, знакомство с человеком, который вот полностью вашу жизнь изменит, да, то есть вот как будто бы начиная с завтрашнего дня, ну, вернее, кто-то будет смотреть карту дня и 9, то есть начиная с 9 мая ваша жизнь может полностью перемениться, может появиться человек с хорошим статусом, с хорошим достатком, человек, уверенный в себе, на которого можно опереться. В общем, очень хорошее знакомство может произойти. Для тех, у кого есть пара, здесь будут, возможно, какие-то
перемены, да, возможно, вы как раз и будете выезжать куда-то, может быть, на природу будете выезжать, может быть, к реке, да, к водоему какому-то. Также карта говорит о том, что вот этот день, когда вы нарушаете привычки, вот, допустим, вы до этого времени были дома, как-то вот старались придерживаться, да, а теперь вот как бы решили все как бы нарушить, все-таки решили, ну, можно сказать, с этого дня как бы обновить свою жизнь. Карта говорит о том, что может быть новый даже круг знакомых какой-то появится, может быть, с кем-то познакомитесь. В общем, какие-то перемены у вас тут в отношениях могут быть вполне. То есть как бы двойная карта перемен. Это карта перемен внутренних, а это карта перемен внешних. То есть внутренние перемены, видимо, влияют на то, что происходит вокруг нас, да. Ну, какие-то новые люди, новые знакомые, новые привычки, как-то новый образ жизни и так далее. А для тех, кто в ссоре, девятка пиковая, карта говорит о том, что, скорее всего, надо проявить настойчивость. Если вот вы действительно решили, что этот человек вам подходит, да, и вы уже как-то осознали, вот из-за чего у вас именно произошла ссора, то самое время мириться, самое время выходить в отношениях на новый уровень. Если же вы хотите, наоборот, закончить эти отношения, понимаете, что у них нет никакой перспективы, то отличный день для того, чтобы их завершить, то есть как бы поставить точку. Теперь работа. Для тех, кто работает, есть и такие, конечно же, сегодня выпадает карта повешенной. То есть это, скорее всего, либо люди, которые, ну, как бы свой долг выполняют, да, то есть у них нет, допустим, возможности в этот выходной быть дома, либо это работа как раз из дома, да, удаленная работа. И давайте посмотрим, что будет для тех, кто в поиске работы. Но здесь вот карта тоже дома, здесь как бы мы, скорее всего, со своей семьей, и совершенно как бы этот день не подходящий для того, чтобы искать работу. Для тех, кто в паре, для тех, кто работает, король трефовый говорит о том, что, опять же, день не для работы, день для того, чтобы как бы переключиться, для того, чтобы, может быть, отдохнуть, куда-то пойти, поехать, пообщаться и так далее, да, какой-то праздник такой устроить, выплеснуть энергию. Но для работы, если, допустим, вы работаете, тут много всяких сложностей, неясностей, может быть, даже какие-то ситуации могут сложные возникать. Может быть, даже какие-то конфликты в этот день на работе. Для тех, у кого свое дело. Опять же, карта семейная, карта заботы о близких, карта встречи с друзьями и так далее. То есть, ну, как бы для бизнеса не очень подходящая карта, но если все-таки вы занимаетесь делами, то это день, когда вам будет очень комфортно, когда вам будет много радости доставлять вот ваше дело. Теперь финансы. Девятка жезлов для финансов. Карта говорит о том, что может быть не очень удачное время для того, чтобы получать деньги. Здесь все-таки может быть не все наши желания реализуются вот по поводу получения денег. У нас, может быть, запросы хорошие, да, но, может быть, только на 50% они выполняются. А может быть, из как бы всего количества возможных источников дохода у нас остается только один, да, то есть вот сегодня, скорее всего, больше трат будет, чем доходов. В основном эти расходы будут на семью, да, так как это праздник, вот, скорее всего, у нас так здесь происходит. Для тех, кто работает, здесь либо вообще нет дохода, либо это ну, в общем, скорее всего, здесь либо много слишком вы будете тратить, да, вот как-то сразу резко, либо у вас может быть какая-то неожиданная ситуация, связанная с деньгами, даже вот может быть какой-то шок.
да, вот по поводу денег, вот, может быть, какие-то траты неожиданные. Для тех, у кого свое дело, здесь тоже может быть очень много трат, и, возможно, если и будете зарабатывать, ну, тот, кто будет зарабатывать, это только зарабатывание на своем деле, которое мы очень любим, которое нам как хобби. Или это те люди, которые занимаются творчеством, искусством и так далее. Вот у них могут быть денежные доходы какие-то. У всех остальных это, скорее всего, день без доходов, а мы лишь только тратим здесь на какие-то развлечения, на какие-то... В общем, может быть, на друзей, да, на компанию и так далее. Так, ну давайте совет еще посмотрим, какой нам карты дадут совет на 9 мая. Так, совет девятка мечей. Карта говорит о том, чтобы мы не переживали. У нас заканчивается какой-то период сложный. Скорее всего, вот это у нас связано как раз с пандемией, да, с инфекцией и так далее. Вот у нас эта же карта, связанная с воздухом, да. Вот, заканчивается этот период, и у нас уже будет возможность как-то, ну, изменить ситуацию, да. Пока что мы не могли ее изменить, а вот начиная уже, ну, как бы с 9 мая, это как переломный такой момент, как между прошлым и будущим день, да. Вот заканчивается в этот день как раз вот эта ситуация сложная. И, видимо, уже начиная с 10, 11 и там со следующей недели уже будет возможность как-то продвигаться в работе, в финансах и так далее. Друзья, желаю всем хорошего дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, хорошего настроения, всем победы над всеми сложностями и горестями. Всего вам доброго, до новых встреч!